День народного единства России. Вереница трагических событий, которые произошли в России на рубеже XVI-XVII веков, поставила под вопрос само существование русского государства. Эта эпоха вошла в историю под названием «смутного времени». Причиной смуты, как считают историки, стало прекращение династии Рюриковичей. Дело в том, что после смерти царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Федор. Современники отмечали, что новый государь был совершенно не готов к свалившимся на него обязанностям по управлению государством. Новый государь в основном занимался духовными делами, а не государственными. А многие злые языки утверждали, что царь страдал психическими заболеваниями. Правление Федора Иоанновича продолжалось неполных 14 лет. 7 января 1598 года царь скончался, не оставив после себя наследников. Династия Рюриковичей была прервана. После смерти последнего из династии Рюриковичей между знатными боярскими родами началась борьба за царский престол, которой не преминули воспользоваться и наши соседи, спеша урвать кусок побольше да пожирнее. Да, перспектива иметь у своих границ сильное русское государство их мало прельщала. А тут такой шанс. Если не уничтожить страну целиком, то значительно ее ослабить, а если еще и посадить на престол своего монарха, то это просто замечательно. Смутное время вместило в себя так много событий, что в истории любого другого государства их с лихвой хватило бы на добрую 100 лет. Череда бедствий, чудовищный голод и жестокая засуха, народные волнения и бунты, которые перерастали в настоящие войны, эпидемия чумы. За это время нашей страной умудрились поуправлять несколько царей, среди которых были представители двух знатных боярских родов Борис Годунов и Василий Шуйский, а также чудом воскресший сын Иоанна Грозного, царевич Дмитрий, который был убит в детстве. Причем их было несколько. Наиболее известные вошли в русскую историю под именами Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Более того, часть бояр подписала договор с польским гетманом Станиславом Жалкевским, согласно которому теперь русским царем становился сын польского короля Сигизмунда III, королевич Владислав. Пользуясь этим, польские войска с многочисленными наемниками и искателями легкой наживы со всей Европы начали открытую интервенцию против русского государства и даже смогли захватить его столицу – Москву. Разоренная войной страна, которая к тому же пережила до этого несколько неурожайных лет, как казалось полякам, стала легкой добычей. Бояре, присягнувшие полякам, рассылали в города, уезды и волости грамоты с призывами о присяге народа королевичу Владиславу. Конечно же, подобные действия бояр были восприняты русским народом как предательство своего отечества. Последовали призывы к созыву народного ополчения и восстановлению справедливости. Первое ополчение, его возглавил рязанский воевода Прокопий Липунов, распалось из-за распри между казаками и дворянами. Первые стремились к сохранению своей вольности, вторые — к укреплению крепостнических порядков и государственной дисциплины. Обстановка осложнялась личным соперничеством между двумя яркими фигурами во главе ополчения — Иваном Заруцким и Прокопием Липуновым. Этим умело воспользовались поляки. Они отправили казачеству сфабрикованные грамоты, где было написано, что Липунов якобы пытается уничтожить казачество. Липунов был вызван в казачий круг и там убит. После чего ополчение в большинстве своем разошлось по домам, так ничего и не добившись. Затем, в сентябре 1611 года, земский староста Кузьма Минин в Нижнем Новгороде призвал людей собрать средства и создать еще одно ополчение для освобождения страны. На церковном крыльце купец Кузьма Минин обратился к народу и сказал громким голосом: «Православные люди, пришла пора помочь родимой Руси. Спасем нашу веру и нашу милую родину. Не пожалеем своего имущества, продадим свои дома, отдадим последнее, что имеем, чтобы нанять войско. Поищем человека, который встал бы честно и храбро за родную землю.
Тогда и другие города соединятся с вами, и Бог даст, мы прогоним врага». Минин начал сбор пожертвований для созыва народного ополчения. Причем первый отдал все свои накопленные сбережения и часть имущества. В ополчении для освобождения русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входящих в состав русской державы. Все внесли свою лепту. В ополчение вошли и купцы, и князья, и горожане, казаки и мелкие торговцы, и крестьяне. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский. Из Нижнего Новгорода ополчение двинулось к Москве, через Кострому и Ярославль. В этих крупных богатых городах, сравнительно мало затронутых смутой, проживало немало служилых и посадских людей, которые влились в ряды ополчения. Участники народного ополчения добивались освобождения Москвы от иностранных войск, как их было принято называть тогда интервентов, отказа от признания на русском престоле государей иноземного происхождения, к чему стремилась боярская знать, пригласившая на царство польского королевича Владислава, а также прекращение всех расприй и междоусобиц, вызванных смутой. По мере следования к Москве через крупные русские города ополчение пополнялось людьми и средствами. Люди стекались отовсюду. Казалось, что вся русская земля встала против польских захватчиков и бояр-предателей. В конце июля, начале августа 1612 года ополчение подошло к Москве. После длительной осады польский гарнизон, засевший в Кремле, вынужден был капитулировать. И 4 ноября 1612 года столица Московского государства была полностью освобождена от польских интервентов. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, возвел на русский престол Михаила Федоровича Романова, основателя новой царской династии Романовых, представители которой правили нашей страной до 1917 года. Воцарение на престоле династии Романовых ознаменовало собой конец смутного времени и начало нового периода истории для нашей страны. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня празднования Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. И это тоже не случайно. Дело в том, что 22 октября 1612 года, во время сражения русского ополчения с интервентами, список Казанской иконы Божией Матери находился в войсках князя Дмитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая участникам второго ополчения в течение всего похода, была поставлена в Москве на Красной площади против Никольских ворот Кремля. Под таким названием этот праздник отмечали в России вплоть до революции 1917 года. Спустя чуть более чем 200 лет, в 1818 году, Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину, усилиями которых была сохранена целостность нашей страны, был поставлен памятник. Средства на памятник героям-освободителям от польских интервентов собирал весь народ. На памятнике написаны слова: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Вы и сегодня можете увидеть этот памятник на Красной площади. Давайте рассмотрим этот памятник повнимательнее. Справа князь Пожарский. Он еще болен, еще страдает от ран, полученных в боях с врагами. Превозмогая боль, он пытается встать, правой рукой опираясь на меч, а левой на щит. Князь внимательно слушает Кузьму Минина, который от имени народа пришел к нему как к опытному полководцу и просит возглавить народное ополчение. У Кузьмы Минина облик былинного богатыря, могучие плечи, широкая грудь. Он уговаривает князя перемочь недуги и выйти на битву. Левая рука его на рукояти меча, а правая поднята. Она призывает подняться на борьбу и князя Пожарского, и всю страну. Идея сделать праздник не только церковным, но и государственным
именно как День народного единства, была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. 29 сентября 2004 года патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру, заявил патриарх Алексий. Дело не стали откладывать в долгий ящик, тем более, что новый праздник должен был прийти на смену Дню Великой Октябрьской социалистической революции, который не столько служил объединению, а как раз приводил к многочисленным спорам в российском обществе. В пояснительной записке к законопроекту об утверждении Дня народного единства говорилось, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 4 ноября мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на сторону государства, спасло его от неминуемой гибели. Смертоносная опасность объединила все патриотические силы страны. Народное движение спасло русскую государственность. В пору безвременья проявились лучшие черты русского народа. Его стойкость, мужество, беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жизнью. Праздник призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения перед нависшей угрозой над Родиной. Он также служит напоминанием о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Главная задача праздника, как в дореволюционное, так и в настоящее время, сводится к единству людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы. День народного единства — это повод для всех граждан страны осознать и почувствовать себя единым народом.